Здравствуйте! Меня зовут Ирина Григорьева, я ведущий археограф Национального центра аудиовизуального наследия. Датой рождения авиации в Якутии считается 8 октября 1925 года. В этот день впервые в небе над Якутском появился деревянный самолет. Это был демонстрационный полет маленького британского биплана «Сопевич», который взлетел с пристани Даркалах и совершил посадку над Зеленым лугом. Событие тогда вызвало огромный интерес у местных жителей. Толпа людей собралась, чтобы посмотреть на необычное зрелище – первый полет человека на аэроплане. В газете «Автономная Якутия» за 25 год пестрели яркие заголовки: «В Якутии нужен свой аэроплан! Построим самолет!» Розыгрыш лотерея. Кто будет летать на аэроплане? Кто счастливчик? Смотрят с этой постаревшей фотографии счастливые пассажиры 25 года, а их было всего 8 человек. Демонстрационным полетом в Якутии предшествовало создание в марте 1923 года общества «Добролет», одного из первых крупных предприятий гражданской авиации. Большую роль в становлении отечественной авиации сыграло Российское общество друзей воздушного флота. Вскоре его отделения стали создаваться в разных регионах, в том числе и в Якутии. Первые полеты Сопевича с почтой, совершенные над некоторыми улусами в радиусе 100 верст от Якутска, производили тогда на людей громадное впечатление. Почти за целый век якутская авиация прошла огромный исторический и уникальный путь. От приземления первого самолета «Сопевич» до сверхзвукового пассажирского самолета «Якутск-Москва». С самого зарождения авиации принято считать, что это удел сильного пола. И действительно, первыми летчиками были наши мужчины. Однако женщины не оставались в стороне и тоже оставили заметный след. Самой известной среди пилотов была Любовь Ильинична Васягина. Любовь Васягина в 1955 году окончила Саранскую школу ДОСААФ. Затем несколько лет проработала пилотом-конструктором в Краснодарском краевом аэроклубе. С 1962 года и до окончания своей летной карьеры она работала в полярной авиации. Приехав на Колыму в Чирске, она летала сначала вторым пилотом на Ан-2, потом командиром. Изучила колымскую тундру, полюбила суровый край. Летая командиром корабля, она более 10 лет обслуживала высокоширотные экспедиции, полярные станции «Северный полюс». Любовь Васягина награждена орденом Октябрьской революции, знаком «Отличник аэрофлота». Коллеги с большой любовью называли ее «Полярная чайка». С годами пришло и общественное признание. В феврале 1973 года Любовь Васягина вошла в состав делегации авиаторов Якутии, участвовала в торжественном заседании в Кремлевском дворце съездов, посвященном 50-летию аэрофлота. В том же году Любовь Васягина была удостоена орденом Октябрьской революции. На момент этих съемок 1984 года она командир Ил-14. На этих кадрах счастливые моменты с сыном. В то время Юрий заканчивал школу. Но весь его жизненный курс все равно был задан мамой. Свыше четверти века летала Любовь Ильинична в Заполярье. Ее безаварийный налет составил более 18 тысяч часов. Полярная летчица оставила яркий след не только в истории воздушного транспорта Якутии, но и в мировой авиации, как первая и единственная женщина-пилот, выполнявшая полеты над дрейфующие льды Северного Ледовитого океана. История становления и развития авиации Якутии – это уникальный фонд Национального центра аудиовизуального наследия. В нашем центре хранятся редкие кадры, например, 1930-х годов, где первые авиаторы приземлились на землю суровой Арктики. Сегодня авиация связывает Якутию со всеми районами нашего севера, со всеми регионами нашей страны. Развитие гражданской авиации – это результат самоотверженной работы, мужественных и преданных своему делу профессионалов, которые сделали невозможное, покорили крайний север. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно!